Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. Коротко о главных темах. 37 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Якутии. Между тем, карантин введен в одном из населенных пунктов Кнамского района. Навигация для паромов в этом году из-за теплой погоды может начаться на несколько дней раньше. За последние 4 месяца на удочку кибераферистов попалось более 5,5 сотен якутян. Как защитить себя, расскажут наши корреспонденты. «37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за минувшие сутки в Якутии. Об этом сегодня сообщил глава региона Асан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Так, в Якутске зафиксировано 30 случаев заражения. 2 новых случая в Татинском районе, 3 в Мирном, 1 в Кангаласском и 1 в Мегино-Кангаласском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 997 случаев коронавируса. 410 человек полностью выздоровели, 6 летальных исходов. Ситуация у нас достаточно стабильная по коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных по республике достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. Мы уже с 17 мая фиксируем число заболевших, прирост заболевших за сутки не более 5% по республике. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции, который замеряется Роспотребнадзором, он у нас впервые упал ниже единицы. Это такой обнадеживающий фактор. И второй день подряд у нас число выписанных из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас из больниц республики 43 человека выписано. Глава также сообщил, что на территории села Хангор-Бие Салбанского наслега Кнамского района республики с сегодняшнего дня введен карантин. Ранее в населенном пункте было зарегистрировано несколько случаев заражения коронавирусом. Согласно указу, до особого распоряжения прекращено транспортное сообщение на территории села по автомобильным дорогам, включая общественный транспорт и личные автомобили, а также грузовые перевозки. Вчера своим указом я ввел режим карантина в селе Салбанцы Кнамского района, где мы видим уже больше 10 человек заболевших, имеющих положительные анализы. Несколько человек мы старшего возраста вывезли в Якутск и в Намцы для дальнейшего лечения. Сейчас там работает бригада медиков. Ну и в целом, еще раз говорю, по просьбе представлению главы района и по следующему представлению главного санитарного врача республики режим карантина в селе Салбанцы Намского района введен. Как говорили ранее, один случай зарегистрирован в Хангаласском районе. Коронавирус обнаружили у пожилой жительницы села Актемцы. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении в поселке Махсагалох. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное. Между тем, 2-летняя девочка из города Покровска, у которой нашли коронавирус, на прошлой неделе переведена на домашнее лечение. За неделю выздоровели еще 2 пациента. Выписка одного из них состоялась сегодня. Итого в настоящее время в районе 4 человека полностью излечились от коронавируса. 12-й случай в Хангаласском районе. Это выявлено у жительницы села Актемцы. Она была контактным лицом заболевшего в городе Якутске. Она госпитализирована в инфекционное отделение поселка Махсагалох. Выявлен круг контактных лиц в количестве 5 человек. Они самоизолированы на дому. За ними ведется медицинское наблюдение. И у них отобраны анализы. Более половины заявок якутских предпринимателей о реструктуризации кредитов одобрено банками. Субъекты малого и среднего бизнеса по 13 мая направили в банки около 840 заявлений. Более половины из них – заявки на предоставление кредитных каникул, остальные – на участие в собственных программах банков. Получили одобрение более 500 заявок. У 77% из них уже изменены условия кредитных договоров на сумму 903 миллиона рублей. Еще часть заявок находится на рассмотрении. Порядка 370 обращений были отклонены. Чаще всего банки отказывают в связи с тем, что бизнес заявителя не относится к пострадавшим отраслям.
Ирина Высоких провела онлайн-конференцию с органами власти и предпринимателями Дальнего Востока. Темой стала защита бизнеса от силового давления. Министр предпринимательства Якутии обсудила с участниками проблемы во взаимодействии с силовыми органами, план взаимодействия по защите предпринимателей, а также рассказала о порядке работы с платформой забизнес.рф. Напомню, что цифровая платформа забизнес.рф создана по поручению президента России Владимира Путина с целью снижения давления на бизнес и оперативного реагирования руководства силовых ведомств на действия своих территориальных подразделений. В сравнении с существующим порядком рассмотрения обращений у новой цифровой платформы есть ряд преимуществ. Это удобный и современный сервис подачи обращения. Не нужно лично ходить в правоохранительные органы и заполнять бумаги. Обращения можно отправлять в несколько кликов из любой точки России. Обращение рассматривает центральный аппарат МВД. С своей стороны хочу отметить, что у нас 6 обращений со стороны предпринимателей республики есть уже на этой платформе. Мы сейчас активно взаимодействуем с ОСИ, в частности, для того, чтобы платформа стала популярной, чтобы даже если возникнут какие-то дополнительные проблемы у бизнеса, они могли иметь возможность оперативно их сообщить и решить их максимально быстро. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Среднеколымска в Якутии подтоплена в результате повышения уровня воды в реке Колыма. Напомню, что на реке Колыме в 18 километрах ниже города Среднеколымска в местности Лабуя образовался затор. Утром уровень воды превышал опасную черту на 24 сантиметра. На 13 часов по местному времени произошел спад. Сейчас уровень воды составляет 12 метров 15 сантиметров. Со вчерашнего дня произведено 5 подрывов. Использовано 3780 килограммов взрывчатки. Также 2 крупных поля льда. На затор сохраняется уровень воды выше опасных явлений. На месте имеется 4 тонны взрывчатых веществ. Дополнительно из Якутска будет отправлен самолет со взрывчаткой. Частично подтоплены 12 дворовых территорий, в которых проживает 46 человек. Люди переселены по родственникам. Затопленных жилых домов нет. Утром 21 мая в Среднеколымске также подтоплены взлетно-посадочная полоса на 80%, парк культуры, несколько улиц и переулков. Администрация района заготовила для укрепления дамбы 850 кубов ПГС и 2000 мешков с песком. Навигация для паромов в этом году из-за теплой погоды может начаться на несколько дней раньше. Уже сегодня вечером первое судно планирует выполнить пробный рейс по маршруту Якутск-Нижнебестях. Главная цель этого рейса – проверить готовность причалов. Сами паромы уже прошли подготовительные работы после зимнего перерыва, были приняты комиссией и готовы принять автомобили на борт. Все перевозки будут осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Разрабатываются инструкции дезинфекции, именно защитить, допустим, экипаж, да? Потому что пассажиропоток в любом случае будет проходить через экипаж, и вот это все должно быть предусмотрено. Получается, инструкции обработки, дезинфекции, места общего скопления, это, допустим, перед кассой, там дистанция должна быть, обрабатываться, ну и сам теплоход должен обрабатываться, споласкиваться, допустим, после смены. Другим темам. Жертвой интернет-мошенников может стать буквально каждый. За последние 4 месяца на удочку кибераферистов попалось более 5,5 сотен якутян. И это только зарегистрированные случаи. О том, как обезопасить себя, разбиралась Сыргалана Неустроева. Эти люди представляются сотрудниками банков. Схема простая, но действенная. Сотрудник службы безопасности банка сообщает, что с вашей карты якобы незаконно списываются деньги, а далее выманивает личные данные. Главное – не дать жертве опомниться. Как от этого уберечься? Если вам звонят и представляются сотрудником какого-либо банка, необходимо положить телефон и перезвонить на горячую линию. И убедитесь, действительно ли вам звонили из банка службы безопасности и в порядке ли ваши денежные средства. Не надо вести и продолжать беседу с мошенником. Поверить таким людям может каждый. Как утверждают специалисты, подавляющее большинство пострадавших от аферистов знали о подобных видах мошенничества, но никогда не думали, что именно они поведутся на развод. Действуют аферисты профессионально, имитируют работу банка, переключают на других сотрудников и обладают информацией о своей жертве.
могут легко войти в доверие к любому человеку, потому что они обладают техниками, методиками НЛП, психологии и так далее. Другой вид аферы – мошенничество в сети. Сейчас, во время всеобщей самоизоляции, эта проблема стала особенно актуальной, ведь основные покупки совершаются в сети. Также одним из распространенных мошенничеств в настоящее время является подмена объявлений. То есть делается дубликат объявлений, размещенного на другом интернет-портале. Чаще всего такие объявления, которые являются дубликатами, продают аналогичную технику по довольно заниженной цене. Борьба с таким видом преступников проходит не только в информационном пространстве, но и на улицах города. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Попадитесь до мошенников, берегите себя. Понятно. Читайте вопрос. Все понятно. Спасибо вам. Сегодня мы проводим профилактические мероприятия участникам дорожного движения и жителям города Якутска раздаем памятные листовки, чтобы были бдительными. Также работаем по громкоговорящему устройству. Чтобы не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников, следует придерживаться простых и очень важных правил. Отметим, что мошенники в основном звонят с номера телефона, который начинается на 8495. Ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Это афера на доверии. Под сомнение надо ставить любое действие так называемых сотрудников банка. Расскажите своим близким, ведь на удочку мошенников может попасться любой другой. Саргалана Неустроева, Якутск. В Якутске сотрудники полиции задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. В дежурную часть обратился автовладелец, которому потребовалась замена двигателя для принадлежащего ему автомобиля японского производства. Заявитель нашел в социальной сети аккаунт по их доставке из города Владивостока. В ходе переписки потерпевший договорился с продавцом о поставке двигателя в сборе с коробкой передач стоимостью 55 тысяч рублей. Необходимым условием сделки являлось перечисление денежных средств на указанный продавцом банковский счет. Однако после того, как деньги были перечислены, владелец указанного аккаунта перестал выходить на связь. Личность подозреваемого была установлена, и им оказался безработный 35-летний житель города Якутска. Он задержан. В отделении пояснил, что в связи с семейными проблемами решил распорядиться деньгами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. В Нерюнгринском районе многих волнует вопрос летней занятости школьников. Согласно рекомендациям Министерства просвещения России и образования Якутии, первая смена лагерей будет отменена. На сегодняшний день пока проводятся дистанционные фитнес-тренировки, веселые зарядки, мобильные танцы и другие программы различного направления. Поскольку открытие оздоровительных и пришкольных лагерей планировалось заранее, уже получены санитарные заключения и средства финансирования из федерального и муниципального бюджетов. Поэтому сейчас планируется введение других форм летней занятости детей. Это малозатратные формы. Есть такой вид отдыха, где в рамках этих мероприятий повышенной готовности дети будут находиться малыми группами. Если это будет самоизоляция ослаблена, то это возможно малые группы до 12 человек, где они будут реализовывать программы дополнительного образования. У нас будут участвовать учреждения дополнительного образования с 1 июня. Они уже занимаются месяц этой работой, где вовлекают в свои группы своих воспитанников, для того, чтобы дети занимались, оздоравливались любым способом. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с Днем полярника. В сообщении сказано, что сегодня Арктика – территория производства новых знаний, внедрения достижений науки и техники. Как никогда высок вклад якутян. В начале года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года. Уверен, реализация всех намеченных планов приведет к реальным изменениям в социально-экономическом развитии арктических районов Якутии и страны в целом, написал Айсен Николаев. В Москве проходит 8-я конференция лучших инноваторов страны «Стартап Village-2020». В этом году форум полностью перешел в онлайн-формат. Молодые предприниматели и ученые проводят виртуальные встречи с инвесторами, делятся опытом, а самые удачливые и перспективные могут получить по несколько призовых миллионов. Традиционно в этой конференции принимают участие и резиденты технопарка «Якутия». Чем удивили экспертов наши земляки, узнавал Максим Кардозо.
Обычно стартап Village – это настоящий фестиваль под открытым небом. В городке Сколково проходили концерты, лекции, выставки, встречи с инвесторами. Здесь собирались тысячи предпринимателей, чтобы пообщаться и продвинуть свои идеи. В этом году конференция полностью переместилась в онлайн. Все желающие бесплатно смогут смотреть лекции, сессии, общаться онлайн с инвесторами, менторами. На конференции соберутся 300 экспертов и руководителей компаний со всего мира, а также более 1000 инвесторов. Шанс представить свой проект получит 4500 участников, а призовой фонд в этом году составляет 24 миллионов рублей. В этом году на сайте конференции зарегистрировались 15 тысяч человек. В 7-й раз в стартап Village участвуют и резиденты технопарка Якутия. Это 6 различных инновационных предприятий. Из них в конкурсную часть форума попала компания Jera AI. Мы представляем проект, который основан на двух интересных моментах. Это на носимом девайсе, который называется Pillcase, и на системном решении для врачей и страховых компаний. Наша разработка предназначена, чтобы эффективно лечить пациента на амбулаторном этапе, чтобы он не забывал пить свои таблетки. И особенно это важно для людей, которые перенесли трансплантацию органов, и для онкозаболеваний. Причем в условиях эпидемии коронавируса еще одна инновация от Jera AI стала настоящим хитом. Они придумали портативный ультрафиолетовый стерилизатор. Мы хотим, чтобы УФ-облучение, которое, кстати, доказало свою эффективность в отношении этого вируса, должно войти к нам в жизнь удобными и такими комфортными девайсами. Не больничными огромными комплексами, да, а именно вот такими мобильными, которые можно таскать с собой, использовать, дезинфицировать квартиру, клавиатуры, телефоны и так далее. В ближайшие дни должны пройти финальные сессии конкурса конференции Startup Village, и мы сможем узнать, будут ли якутские инноваторы в призах. В прошлом году, например, одну из главных наград и грант в 2 миллиона рублей получил якутский проект «Видроид». Максим Кардозу, Виктор Улисов, Москва, Якутск. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.